И сегодня за Божественной литургией мы с вами услышали евангельское повествование апостола и евангелиста Луки, в котором мы вновь услышали о чуде, совершенном Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом у врат города Иерихона. Об этом событии рассказывают сразу 3 евангелиста. О нем повествует и апостол Матфей, и апостол Марк, ну и, как мы с вами уже слышали сегодня, апостол Лука. Мы знаем, что этого слепого человека звали Вартимей, что в переводе на наше русское наречие означает «сын Матфеев». Этот человек, будучи слепым, собирал милостыню у ворот града Иерихона. Вот у стен этого города сидел слепец по имени Вартимей и собирал милостыню. И вот он слышит приближение большой толпы людей. Он сразу понял всем своим внутренним существом, что к городу подходит необычная толпа. И он стал спрашивать у тех, кто находился рядом, а кто это сейчас входит в город? И ему сказали, что это Иисус из Назарета идет сейчас в Иерихон. И что-то проснулось внутри самого Вартимея. Вероятно, он и ранее уже слышал об этом галилейском проповеднике. Вероятно, он знал, что он совершал множество самых различных чудес. И поэтому он внутренне осознал, что это единственная, а может быть даже и последняя возможность обратиться к нему с желанием получить исцеление. И он стал громко кричать, чтобы заглушить своим голосом гул этой толпы: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» Но шум толпы был настолько велик, что, казалось бы, Христос и не слышал этих воплей, исходящих из уст Вартимея. И тогда еще громче стал кричать Вартимей, а окружающие просили, чтобы он замолчал. На это обратил внимание Христос и попросил, чтобы к нему подвели этого слепого человека. И когда Вартимей подошел к Христу, Господь задает ему вопрос: «Что ты хочешь получить от меня?» И Вартимей сказал: «Да прозрю». И Господь говорит: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И далее мы с вами слышим о том, об этом вот и сегодня апостол Лука нам повествовал. Этот человек, который тут же стал зрячим, пошел вслед за Христом. Какая связь существует между вот этим евангельским отрывком, предложенным нашему вниманию, и тому очень важному для всех нас периоду, который ожидает каждого из нас в эти предстоящие дни? Обратите внимание, братья и сестры, с какой настойчивостью, с каким твердым упованием и верой Вартимей обращается ко Христу. И не случайно Господь хвалит его веру. Он говорит: «Вера твоя
спасла тебя. Конечно же, братья и сестры, каждый из нас также должен, слыша эти евангельские слова, задуматься над тем, насколько он верует. Конечно, все из нас, здесь находящиеся, могут с уверенностью сказать о том, что мы глубоко верующие люди. Внешне, конечно, это выглядит именно так, что все мы с вами веруем во Христа Спасителя. Но о чем свидетельствует наша внутренняя жизнь? О чем свидетельствуют наши с вами поступки? О чем свидетельствуют наши с вами слова? Свидетельствуют ли они о той крепости веры, которая была у слепого Вартимея? К сожалению, мы должны это констатировать для самих себя. Чаще всего, хотя мы и провозглашаем, что мы верующие люди, но чаще всего наша с вами жизнь свидетельствует о том, что если мы и признаем Христа Спасителя, и, может быть, хотели быть верующими в Него людьми, но наша жизнь свидетельствует совершенно о другом. Она свидетельствует о том, что мы не веруем во Христа. Мы не стремимся к Нему в своей жизни. Мы хотели бы, чтобы та жизнь, которую мы проживаем, протекала так, как мы хотим и желаем. Чтобы Бог не мешал нам в этой жизни достигать того, к чему мы стремимся. И если мы и обращаемся иногда к Богу, живя на этой земле, то это лишь только в крайних случаях, когда настолько нам припекло, что, понимая, что дальше жить так, как мы живем, нет возможности, вот тогда мы и начинаем искать Христа. Тогда мы начинаем взывать к Нему. Но чуть станет с нами легче, и мы вновь возвращаемся на пути своя. А эти пути ведут, к сожалению, нас не к Богу, а ведут в обратную сторону. Вот об этом нам сегодня и хочет еще раз напомнить Святая Христова Церковь. Она хочет напомнить нам о том, чтобы в нас проснулось желание идти за Христом, жить с Христом, чтобы Христос стал стержнем жизни каждого из нас. Ну, и поскольку мы сегодня говорим о исцелении слепого человека, то, конечно же, невозможно не сказать и о том, что и мы с вами, хотя порой и имеем хорошее физическое зрение, тем не менее, очень часто бываем слепы духовно. А это еще страшнее, чем физическая слепота. И не случайно сегодня, в этот воскресный день, мы говорим о прозрении, об исцелении слепоты. Вот каждый из нас не только в эти дни, но и постоянно должен обращаться к Богу с просьбой о том, чтобы Он исцелил его душевные очи. Для чего это необходимо? А это необходимо прежде всего для того, чтобы наконец-то начать реально видеть тот окружающий нас мир, в котором мы живем. Реально увидеть самих себя.
реально увидеть состояние своей души и своего сердца, увидеть те грехи, которые мы с вами, к сожалению, совершаем в этой жизни.